'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like... Всем приветик, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jamkin Donuts, и с вами я, ваша Джама. Сегодня у нас туториал на этот макияж. Очень такой тропический, можно сказать, тропическо-весенне-летний. Этот макияж можно, в принципе, носить на выпускной. Если я не ошибаюсь, выпускной уже скоро или уже ушло. Надеюсь, я не опоздала со своим туториалом. Ну, в общем, просто хотела показать вам такой вечерний макияж в тропическом стиле с разными цветами. К этому подействовало вдохновение от одной продукции. Это продукция от Rihanna, называется Fenty Beauty. А если точно, это новая ее палеточка, хайлайтер палеточка, которую можно использовать ее на глазах, на губах, на лице, короче, кое-что. Перед тем, как эта линия вышла, мне, как работнику Sephora, как senior artist, мне пришлось лететь в Атланту и увидеть первыми эту продукцию. И, знаете, вот с первой минуты, как я увидела эту продукцию, я была очень сильно влюблена, именно влюблена в эту палеточку. Потому что эта линия имеет несколько цветов, а вот это было самое особенное. Я думала, когда я сделаю туториал? Но мне, как работнику Sephora, нельзя было пока ничего снимать, никаких фоток, никаких ничего, потому что Rihanna хранила его в секрете, пока она сама не объявила, нельзя было ничего делать. Но потом, пока время прошло, пока я сделала туториал, вот где мы и находимся. Но ничего страшного, ребята. У каждого своя версия, можно сказать, туториалов с этой палеточкой. А я хотела вам показать именно мою версию, которой я в последнее время пользуюсь. И я этот макияж делала многим-многим девочкам, когда приходили ко мне на appointment, или просто когда хотели просто купить это, и они не знали, как пользоваться, и я им показывала в Sephora. Но самое главное, сегодня хочу потестировать, посмотреть, как смотрится на моей коже, и показать вам, как будет смотреться. Это новая тональная основа от CoverGirl. CoverGirl оказались такими щедрыми, что мне отправили целую большую коллекцию тональных основ, так что я, как визажист, я просто в восторге, потому что мне будут все цвета тональных основ от CoverGirl. Сейчас я вам покажу. Примерно такой. О боже, тяжелый. Примерно такой, ребята. Я не знаю, как я должна открывать его таким образом. Сейчас я попробую открыть. Та-дам! В общем, вот, ребята. Это вся целая коллекция, которую мне отправили. Вон те две дырочки. Я только что пользовалась на моей коже, так что не обращай внимания. Очень-очень много цветов, так что любой может найти свой цвет. Ау! Лично мне понравилось в этой тональной основе то, что она не слишком плотного покрытия, что можно носить на каждый день. И другое, что мне понравилось, то, что она, хоть и говорится матовая, но она не слишком такой матовая, знаете, вот слишком матовая мне не нравится. У меня комбинированная кожа, как вы знаете, не слишком жирная, у меня жирная только в Т-зоне. И несмотря на это, и не тяжелая на коже, как вы чувствуете, легкий, можно сказать, по консистенции. Так что вы увидите на туториал, как она смотрится на моей коже. Хотя в начале туториала я нанесла такой желтый цвет, ужас, иу. Но мне пришлось немножко поправить другим цветом. Но вы посмотрите, как она смотрится, окей? Так что оставайтесь со мной. Перед тем, как приступим к туториалу, хочу вам напомнить, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь ко мне сейчас, вот здесь. И, конечно же, поставить лайк, если вам нравится уже это видео. Весь список косметики, то, что я буду использовать на туториал, будет внизу под видео. Обязательно посмотрите. Так что вот давайте приступим. Ну что ж, для начала будем использовать сегодня вот эти салфеточки от Dr. Dennis Gross. Это для пилинга, получается, салфеточки, которые смягчают кожу, сглаживают так хорошо, что потом кожа чувствуется намного лучше, и черные, как говорится, черные точки, и убирает черные и белые точки на носу, везде, короче. Я всегда особое внимание даю там, где у меня были раньше пятна, получается, после акне, если это хорошенько чищу, потому что как это пилинг убирает частичку, получается, сверху кожи, что потом обновляет. В прошлом году из-за того, что я была на солнце, постоянно на лодке каталась, я, мне кажется, хоть и наносила себе SPF, я все равно заработала себе какие-то солнечные пятна, от чего я просто freaking out. Короче, с ума схожу. Так. После этого опять нужно ждать, перед тем, как наносить
Перед тем, как наносить следующий шаг, нужно тоже подождать, чтобы полностью высохло. Ребята, я уже больше 2 лет, наверное, пользуюсь этими салфеточками. Я действительно советую. Очень классно, я действительно работаю над кожей. После первого раза можно почувствовать большую разницу на коже, что намного смягчает. И следующее буду наносить в сыворотку от Caudalie. Это специальная Glow Recipe, то есть для сияния кожи и чтобы смягчить кожу перед кремом. Знаете, буквально 4-5 лет назад я буквально пользовалась, знаете, чем? Только кремом. Потом я поняла, что только крем не хватит, особенно если хочешь, чтобы твоя кожа сияла так же блестящей, как и ты был ребенком, и чтобы также, не знаю, смотрелась более молодым. Тебе, оказывается, нужно не только крем, но еще сыворотка. Сыворотка, всякие эссенсы, всякие... Там разные сыворотки делают разные вещи, так что в зависимости, какая сыворотка. Но, например, вот эта сыворотка именно для anti-aging, то есть против старения. Мне уже 26, нужно, ну, понимаете, нужно, как говорится, уже защищаться. Как говорится, предотвратить надо. Так что я уже пользуюсь всякими сыворотками anti-aging, всякими кремами anti-aging, короче, много чего. Я обычно пользуюсь с моей любимой Pro Collagen LMS. Это мой крем от Elemis. LMS, мы как бы LMS, я не знаю, как по-русски. Elemis. Короче, я обожаю этот крем, я уже пользуюсь уже несколько месяцев. Здесь идет Pro Collagen Marine с SPF 30. Тут идет солнцезащитный SPF 30, что хорошо для ежедневного макияжа. Я обычно пользуюсь этим кремом ежедневно, так как есть солнцезащитное средство SPF 30. Но сегодня я хочу попробовать что-то новое, которое недавно я получила от Bosch. И тем более у меня комбинированная жирная кожа. Подумала, что-то необычное. Так что для этого видео сегодня хочу попробовать новый крем в моем составе, как говорится, в этой косметичке. Называется Bosch Cactus Water Hydrating Cream. Говорится, что этот крем специально для жирной комбинированной кожи. То есть очень-очень lightweight, то есть легкое на коже по структуре, да, по консистенции. И оно хорошо впитывается в кожу, не сидя, получается, как бы не лежит на коже, можно сказать. Видите, как гелевая. Так что вот, мне очень нравится, классно. Очень легко чувствуется. Пунк-пунк-пунк. Нормально. Мне кажется, мне нужно этим пользоваться вечером. Вечером нужно пользоваться этим днем, а этим вечером. Будет нормально. Крем вокруг глаз, вы знаете, это мой любимый Sea Tango от Drunk Elephant, от пьяного слона. Обожаю этот крем вокруг глаз, всегда выручает. Она идет с витамином С специально, чтобы осветлить под глазами. Оно немножко очень легкое по структуре, так что как бы не слишком жирная. Хотя я не откажусь от слишком жирной под глазами, потому что под глазами кожа у нас совсем другая, и нам нужно немножечко тяжелое, как говорится, немножко thick, heavy one. А вот для T-зоны будем наносить CoverGirl True Blend Base Business. Называется Pore Minimizer. Так, из всей коллекции я подобрала вот этот цвет, надеюсь, он подойдет. Называется Soft Tan M50. Надеюсь, она не слишком темная. Вроде нормально. Но я сама загорела, так что посмотрим. Мне кажется, она слишком желтая. Не знаю, как на камере, но кажется мне желтая. Так, мне нужно подобрать светлее цвет. Так, я подобрала теперь чуть-чуть светлее цвет. Как-то осветлить. Посмотрим, как осветлится. Будем сейчас пользоваться консилером Нарсом и осветлять. Нужно же как-то поправить все. Так, наношу под глазами немножечко, хорошенько, чтобы растушевать, красивенько. Опа, ребята, идеальное сочетание. CoverGirl True Blend и NARS.
Кожа просто сияет, не знаю, мне нравится. И не чувствуется слишком тяжелым, нормально. Кстати говоря, в начале видео я забыла сказать, каким средством я пользуюсь для моих бровей. У меня, опять же, CoverGirl. В последнее время я просто тащусь от этого карандаша. Это называется у меня цвет Soft Brown от CoverGirl. Так, дальше идет у меня хайлайтер. Я буду наносить хайлайтер первым, потому что я не могу дождаться показать вам. Я, короче, получила Artist Couture хайлайтер, когда я была в Лас-Вегасе в Sephora. И мне подарили. Она продается на самом деле на онлайн Sephora. У нас не продается, так что я всегда хотела попробовать. Это такой красивый хайлайтер, просто нереально красивый. Называется Diamond Glow Powder. Называется Gold Digger. То есть цвет кожи. То есть цвет хайлайтера называется Gold Digger. О май гад. Мне кажется, я чуть перестаралась. Да, вот это круто, вот это красота, вот это безупречно. Ладно, не буду наносить. Это нельзя наносить, если там у вас есть прыщик, окей? А у меня тут чуть-чуть есть что-то, так что я не знаю, что я делаю. Нужно немножко растушевать. Немножечко на носик, немножечко там, где Cupid Bow. На верхнюю часть губ. Почему? Дальше идет у меня румяна. Это тоже новинка у меня. Это Анастасия Беверли Хиллз, цвет называется Peachy Love. Я буду, наверное, пользоваться вот этими двумя. Как-то буду перемешивать. В основном я люблю пользоваться оранжевым. Буду наносить сюда примерно. Дальше идет контуринг. Для контуринга буду использовать никсовскую контуринг палетку. Обожаю эту палетку. Буду наносить вот этот цвет. Я не помню. Цвет называется HCP. Ой, там по номерам, ребят, я не знаю. 06, короче, вот этот цвет. Кисточкой от Marc Jacobs будем делать немножечко нос. Хотя нос уже, мне кажется, нормально, так как я сделала до этого, я не буду слишком делать. Я буду делать чуть-чуть сюда. Как-то, чтобы сделать лицо овальным. Чуть-чуть сюда. И чуть-чуть сюда. Даже немножко на подбородок, чтобы, не знаю, как-то стало более таким V-shape. Сюда. Так. Для глаз вначале я буду наносить консилер на глаза. Это так optional, то есть вам не обязательно это делать, вам можно использовать просто обычный праймер. А я просто люблю наносить консилер, потому что у меня, видите, краснота. Это даже не красота, просто цвет такой кожи, что иногда не всегда белая. Ладно, я скажу причину, почему мои глаза немножко красные. Дело в том, что позавчера хотя не позавчера, это было вчера. Да, это было вчера. Вчера я нанесла такой очень-очень розовые тени на глаза, чтобы сделать такой editorial, такой лук. И оно не смывалось потом. Странно, да? Смывалось, но остался какой-то, не знаю, стейн. Пятна остались. Вот. Так, наношу просто консилер. Так, будем сегодня пользоваться палеткой Natural Matte от Too Faced. Будем сегодня пользоваться в основном этими цветами. Так что... Так, шаг первый будем наносить Natural на складку века и на внешнем углу. Так, будем наносить теперь тени Hook под глазами. Дальше наношу я Mimosa Sunrise от Fenty Rihanna. Наношу на внешнем углу по складку века, можно сказать. Была несколько раз на тренинге Fenty Rihanna, что мне понравилось, что когда объясняли, что их можно пользоваться двумя, именно перемешивая, или же можно наносить отдельно, можно сказать. Так что посмотрим, я сегодня буду наносить фиолетовый цвет на подвижное веко, и посмотрим, как она будет вмешиваться друг с другом. Наверное, будем, пользоваться пальцем, потому что пальцем будет больше кремово смотреться, и оно не будет сыпаться под глазами. Так что будем пользоваться пальчиком.
Окей. Так, нормально вроде пока что. Так, теперь, мне кажется, можно пользоваться кисточкой. Так, примерно так. Теперь возвращаемся к темному цвету этому Hookup и будем наносить как лайнер на внешнем углу немножечко. Наношу побольше этого цвета и хорошенько растушевываю, чтобы какой-то дымчатый эффект был. Итак, после всего этого буду наносить теперь Stila Glitter, это то есть блески от Stila, такого цвета. Цвет называется Gypsy. Красивый, это я недавно себе купила, это одна из новиночек от Stila. И буду пальцем немножечко наносить на центр моих глаз, примерно точечным движениями. Посмотрим, как она будет смотреться на середине. Так, дальше я хочу нанести вот этот Artist Couture Highlighter, который мы уже пользовались, сюда. Наносить буду уже во внутренний угол. Вот так. Теперь будем наносить карандаш под глазами. Полностью наношу под глазами. Сверху мы будем ничего не будем делать, потому что оставим как есть. Вся тяжелость черного цвета будет только под глазами. Теперь дальше идет маскара, то есть тушь для глаз, для ресниц. О май гад, для ресниц, тушь для ресниц. Это у меня Benefit Bang маскара. Перед накладными ресницами я быстро хочу нанести карандаш для губ. По крайней мере, то, что от него осталось. Карандаш для губ у меня мой любимый Lancome для липстик. Называется Bronzel. Так, будем наносить никсовский NYX Lingerie. Называется цвет Effet Pigeonant, если я правильно сказала. Посмотрим, как она будет смотреться. Так, я сейчас наношу ресницы. Ресницы у меня называется Cecile от Sephora Collection. Я ссылку оставлю внизу под видео, вы можете тоже посмотреть, где можно купить вообще и как называется, вообще вся информация под видео. Клей, я в последнее время пользуюсь House of Lashes клей. Я вам скажу, мне не нравится этот клей вообще. Не знаю, какой-то странный клей, что потом еле как смывается, что меня раздражает. Так, ресницы. Я думаю, как же я жила без ресниц до этого. Сразу дает немножечко драмы. Я немножко нанесла здесь немножко черного цвета, побольше на внешнем углу по внизу, чтобы немножко как-то сделать темнее. И таким образом получился такой макияж. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравился мой новый туториал. Если вам понравился, обязательно дайте мне знать в комментариях. Вся информация про то, что я использовала, будет под видео. Обязательно посмотрите на описании видео. Все есть там, постараюсь сделать ссылки и названия всей косметики, можно сказать. Так что мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока!